Для меня физическая сила неотделима от духовной. Бокс – это самодисциплина и уважение к сопернику. Спорт дал мне не только титулы и медали. В определенный момент я решил, что мои знания и опыт должны приносить пользу другим. Я нашел свое призвание в работе пожарного спасателя и в тренерской деятельности. Здесь ты думаешь не о себе, а о тех, ради кого работаешь. Я понял, что чужих детей не бывает. Их воспитание – это и моя ответственность. Важно дать опору, научить различать, что хорошо, а что плохо. Развивать чувство взаимопомощи и сострадания. Сегодня каждая наша тренировка начинается с молитвы. Не веди нас в искушение, избави нас от лукавого. Господи, хотел грехи общие не читали. Христианство возникло в первом веке нашей эры в Палестине. На сегодняшний день оно насчитывает около 2,4 миллиарда верующих. В основе христианства лежит вера в единого Бога. Согласно вере христиан, ради спасения людей всего мира от греха, Бог послал на землю своего Сына, Иисуса Христа, который стал проповедовать на земле Слово Божие. Боксом я начал заниматься в 1995 году, попал в сборную России, там выиграл ряд турниров, таких серьезных и на международной арене, и выиграл, был финалистом, призером первенства России. Перед началом соревнований, когда мы ходили, гуляли, и если я видел какой-то храм или церковь поблизости, я обязательно туда заходил. Просто заходил, и я обретал там такое спокойствие душевное, что отвлекался от соревновательного момента, от этого мандража, и просил помощи своими словами про себя. Вот, дай мне сил продержаться. Вот. И мне действительно это очень серьезно помогало. Я выходил спокойно и выигрывал. Сегодня в каждой стране мира есть хотя бы одна христианская община. Основные направления в христианстве – это католицизм, протестантизм и православие. В католической церкви существует единый глава – Папа Римский. В православной церкви единого главы нет. Она состоит из 15 независимых поместных церквей – патриархатов. В России христианство представлено главным образом православием. Я много чего не помню с детства, вот именно крещение я помню. И для меня стало очень знаковым событием вообще в моей жизни. Православные традиции, молитвы помогают лучше понять и воспринимать веру. Когда я бываю в трудных ситуациях, я могу прийти к священнику и поговорить на разные темы, спросить совета. И какой бы храм я ни пришел, я себя чувствую как дома, получаю там большую поддержку. Священное писание христиан – Библия, состоящая из Старого и Нового Завета. Библия считается самой читаемой книгой на планете. Ветхий Завет появился значительно раньше Нового и писался на протяжении многих веков. Исследователи относят его появление к периоду с 13 по 1 век до нашей эры. Таким образом, это собрание заповедей совершенствовалось и расширялось по мере духовного роста самого человека. Новый Завет был записан после Рождества Христова и включает в себя описание его жизни, служения, смерти и воскресения. Те ученики, которые были со Христом, они записали его слово в Святом Евангелии, которое читается во всех храмах. И мы имеем возможность прийти на богослужение и почитать и услышать это Евангелие. Все заповеди, вот, они помогают заглянуть к себе внутрь, в душу, да, и разобраться со всеми своими страстями. Ну, приходит это, конечно, с возрастом, но самое главное, что это приходит. Библия – это свод мудрости. К примеру, я стал по-другому относиться к людям. Когда проникся такой фразой «не судите, да не судимы будете». Какую меру мерите, такой вам будут мерить. Никого нельзя осуждать. Ведь неизвестно, в какой ситуации мы можем сами оказаться. Нужно стараться понять другого человека и, возможно, помочь исправиться. Согласно учению христианства, человек создан по образу и подобию Божьему. На первый план выдвигается ценность каждой отдельной личности, которая достойна любви и сострадания. Из множества нравственных предписаний христианства основными считаются любовь к Богу и любовь к ближнему. Бог есть любовь. Мы с вами видим, что человек, который имеет на своем сердце любовь, он не злится, он не обижается. Если он видит у человека радость, он ему не завидует, а вместе с ним радуется. Если видит у человека какую-то тяжесть, сложность в жизненной ситуации, он ему поможет, поддержит, и тоже так же в то же время он будет вместе с ним рядышком. Вот это и есть все Господь. Господь именно приходит к нам в тех людях, которые нуждаются. Господь к нам приходит именно в тех людях, которые нас поддерживают.
Человек в христианстве предстает в 3 измерениях – тело, душа и дух. Дух – это причастность к божественному посредством веры. Люди, которые посвятили свою жизнь постижению Бога и следованию Его заветам, становятся праведными, а за особые заслуги перед лицом Бога могут быть причислены к лику святых. Эти образы можно увидеть на иконах. На православной иконе изображаются события и святые как воплощение иного божественного мира. Само название и то, что у нас духовный покровитель Александр Невский, это очень серьезно, очень важно. Это воодушевляет ребят. Благодаря духовной составляющей дети не станут использовать силу в плохих целях. Моим ученикам я стараюсь донести, что у них есть возможность показать свои способности на ринге. А в жизни они могут использовать другие качества, которые получают здесь. Выносливость, целеустремленность, трудолюбие. Глядя на своих учеников, я вижу, что из них могут вырасти настоящие люди, на которых можно положиться, и которые не оставят своих товарищей в беде. И это для меня самое важное. Я не знаю, будут ли они придерживаться веры в дальнейшем или нет. Главное, что они могли отличить, что правильно, что неправильно, чтобы жили и поступали по совести. Культура христианства проявляется в архитектуре, иконописи, скульптуре, музыке, религиозной поэзии и песнопениях. Важным местом для христиан является храм. Считается, что это дом Божий и священное пространство. Посетить храм может любой желающий человек. Обязательный атрибут храма – это крест и купол. Крест в христианской вере является образом искупительной жертвы Христа. Во время служб и молитв зажигают свечи как символ духовного очищения. Важная часть храмового богослужения – колокольный звон. Он оповещает о начале службы и приглашает верующих в храм. Для укрепления связи с Богом в христианстве существует ряд священных обрядов, таких как крещение или венчание, соблюдение постов и празднеств, посвященных важным религиозным событиям. Каждый день в церковном календаре – это память о каком-либо событии или святом. Таким образом, христианская церковь за год проживает все основные этапы своей истории. Существует 12 особо почитаемых праздников, которые посвящены земной жизни Христа, Богородицы, апостолов. К ним относят Рождество, Крещение, День Святой Троицы, Успение Богородицы и другие. Главным праздником в христианстве считается Пасха или Светлое Христово Воскресенье. Считается, что в этот день Христос, распятый на кресте, воскрес из мертвых и тем самым подарил надежду всем людям на воскрешение. Богослужения и церковные обряды в этот день особенно торжественны. Пасху принято отмечать в семейном кругу за общим столом, завершая самый длинный и строгий пост. Я придерживаюсь не всех православных обрядов и постов, но есть моменты, которые мне помогают. К примеру, в христианстве принято на праздник Крещения Господня купаться в открытых водоемах до рассвета солнца. Вода в это время обладает особенной силой. Человек очищается от всего плохого. Лично я стараюсь купаться в купели гораздо чаще, не только по праздникам. В этот момент получаешь такой заряд энергии, как будто обновляешься. Мы с ребятами иногда специально ездим на сборы в святые места, проводим игровые тренировки, время на свежем воздухе, купаемся в источнике. Это и тело закаляет, и делает дух сильнее. Мы должны себя как тренировать. Вот разве можно сразу взять и проплыть весь бассейн, да, если ты не тренируешься? Можно, наверное, но очень тяжело. И здесь тоже так же вот этот духовный рост твой, который в тебе должен происходить, он не может произойти сразу. Попробуйте хотя бы на один день не злиться или никого не осуждать. Вот сегодня я никого не осуждаю, да, вот поставить себе цель. Потом на следующий день 2 дня кого не осуждать. Получится? И вот здесь вот нужно себя какой-то такой тренировки своей духовной, чтобы как легкие спортсмены развиваются, и здесь тоже так же. Воспитанию детей в христианстве отводится особое значение. К ребенку при крещении представляется духовный отец и духовная мать, чтобы учить ребенка вере. Говорится, что семья – это малый храм, а человек может найти свою целостность либо в браке, либо в монашестве. Супруги должны стремиться к миру и согласию, делить вместе все радости и невзгоды. В семье муж и жена учатся заботиться друг о друге, ставить интересы семьи выше собственных. Союз, закрепленный таинством венчания, считается вечным. А вот мама во мне привила эту любовь к спорту, а папа привил просто любовь к работе и к этой ответственности. Простой, спокойной ответственности к работе. Он всегда говорил: сын, надо работать. Что-то не получилось, получится завтра. Простые такие отцовские наставления, но я им сейчас и руководствуюсь, в принципе.
Могу постоять на своем, но этого иногда недостаточно. Читая молитву, в этот момент я осознаю, что все будет хорошо, все будет, слава Богу. И на это уповаю. В принципе, этим и живу. Все, что лишнее, оно ушло. Все, что осталось, моя работа, семья, то, чем я занимаюсь, те благие намерения, благие дела, они всегда остаются. И они возвращаются тем же. Это самый главный принцип, вот сейчас сложившийся в моей жизни.